Пусть скорее канет в лету беспредельник терроризм, злодеяния к ответу, пусть восторжествует жизнь. Кадеты Горского кадетского корпуса стоят на карауле, а юноармейцы в цехах напоминают, какой ценой боролись за мирную жизнь. Мероприятие, посвященное Дню солидарности борьбы с терроризмом, начинается с торжественной минуты молчания. Выступая перед собравшимися, глава республики Махмуд Али Калиматов напоминает о том, что проблема терроризма для всего мира общая, о необходимости вести беспрерывную борьбу с ней, а также о профилактике среди молодежи как противодействие этой угрозе. Так получилось, и я участвовал здесь в должности прокурора и видел сам воочию в 2004 году и в последующих годах всю беду, которую принесли нам террористы, не люди, которые хотели нас учить жить, разделили нас. Настолько больно смотреть, когда молодые люди, которым бы жить да жить, во благо республики, во благо нашей огромной России, брали на себя ответственность решать судьбы людей. И итог какой? Более 400 погибших наших братьев. Без отца остались дети. Многие лишились сыновей, отцов. И только потому, что они решили почему-то, что мы неправильно живем. Глава подчеркивает, что Ингушетия не раз подвергалась терактам, жертвами которых становились ни в чем не повинные люди, в том числе и дети. Противодействие этой угрозе остается одной из самых важных задач. Больно смотреть на детей, когда бессмертный полк идет, глазами ищет своего отца на фотографии. Ему 5-7 лет. Вот в чем горечь наша. И мы должны ни на минуту забывать, что эти люди погибли, чтобы мы жили дальше. Так же, как погибли в Великую Отечественную войну. Что мы мирно живем. Обратился к участникам торжественного мероприятия член Совета Федерации от Ингушетии Мухарбек Барахоев. К сожалению, многие наши деды не смогли дойти до победного конца Второй мировой войны, но их было немало, когда они меняли свои имена на русские имена и до конца стояли на страже защиты нашей Родины. В этот день хочется пожелать нам всем мира над головой. С 2020 года 3 сентября отмечается не только День солидарности борьбы с экстремизмом. Сегодня также и день окончания Второй мировой войны. Уже по традиции эти обе даты отмечают на территории мемориала памяти и славы. Ведь именно здесь увековечены имена героев обеих дат. Аллея погибших сотрудников при исполнении служебного долга виднеется на фоне вскинутой руки последнего защитника Бреста Уматгирея Барханоева. Два памятника разделены между собой целыми эпохами, но эти герои сражались за одно дело – мирное небо над головой. Нашим отцам, дедам, их машины, седины сегодня для нас, как хрустальная огранка, излучает мужество, отвага и беззаветное служение нашей отчизны. Хусен Арчаков, генерал в отставке, почти половину своей жизни посвятил служению Родине. Ветеран рассматривает стенды, где отражены исторические справки об участии ингушей во Второй мировой войне. Он родился намного позже тех событий, но слышал немало историй от дяди. Особенно ветерана вдохновляют рассказы о летчике Хасолте Арчакове, который с первых дней войны пополнил ряды защитников Родины. Хусен надеется, тех черных дней в истории республики и страны больше не будет, а также благодарит ветеранов войны за их мужество. Всем я им желаю здоровья, еще раз здоровья. Вот что я хотел бы сказать нашим ветеранам. Датой окончания Второй мировой войны считается день подписания акта о капитуляции Японии. Это произошло 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». 8 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну против Японии. Буквально через 2 недели была разгромлена мощная армия квантунская, союзная армия Японии и Маньчжоу.
После вступления Советского Союза в войну против Японии военные действия, конечно же, недолго продлились. В результате того, что, во-первых, были сброшены атомные бомбы на японские города с промежутком всего лишь 3 дня, и к тому же наступательных операций и со стороны Советского Союза. В итоге в начале сентября, 2 сентября, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии на американском линкоре «Миссури». Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945. Общие потери по разным оценкам составляют от 50 до 80 миллионов человек. Более 6 тысяч погибших были выходцами из Ингушетии. До 2020 года конец войны праздновали 2 сентября. В этом же указом президента страны его перенесли на день позже. Муслим Ганиев, Хамзат Халухаев, Новости 24.